Очевидцы вспоминают, что когда Салько готовился к операции по захвату Хасухи, его мать, почувствовав недоброе, спросила, куда он собирается. «Мама», — ответил он, — «я иду на зверя. Сегодня я поймаю живого волка». «Сынок, живого волка еще никому не удавалось поймать. Прошу тебя, оставь эту затею. Значит, я буду первым, кто поймает живого волка. Не столько для матери, сколько для себя», — повторил упрямый чекист. «Я возьму его, и только живым». Мать понимала, о каком волке идет речь. Она несколько раз просила сына не преследовать Абрека. Старалась убедить его в том, что Хасуха стар и вреда уже никому не приносит. Последний раз мать попыталась удержать сына. «Сердце мое чувствует недоброе. Не ходи туда, прошу тебя», – просила она. Но слезы матери не подействовали. Он был уверен, что на этот раз с Хасухой будет покончено. Было свежее раннее утро. Едва светало, когда Салько с группой чекистов подъехал к селу. Аул еще спал. Слышалась перекличка петухов, но растревоженные собаки подняли дружный лай. Это насторожило Хасуху. Он вскочил, бросил быстрый взгляд туда, где вечером положил оружие. Увидев, что ни оружия, ни одежды нет на месте, Абрек понял, что его предали. Метнулся к окну. Двор был полон вооруженных людей в офицерской форме. Капкан захлопнулся. Надо было срочно что-то предпринимать. Со двора донеслось: «Хасуха, выходи! Дом окружен! Сопротивляться бесполезно!» Хасуха схватил стул и сильным ударом выбил раму. Снова раздался голос Салько. Хасуха отлично знал этот голос. Сколько раз предупреждал он чекиста, чтобы тот оставил его в покое. Салько обещал, но слова своего не сдержал. В комнату через разбитое окно влетела дымовая шашка. Салько намеревался выкурить Хасуху, но Абрек сразу накрыл ее подушкой и выбросил во двор. Встал, прижавшись к стене у самого окна, держа наготове нож. Расчет оказался точным. Салько буквально прыгнул в окно и сразу попал в руки Хасухи. Крепкие ее руки всадили нож ему в сердце. В считанные секунды старик стянул с убитого шинель, завернулся в нее, надел шапку подполковника и вышел на задымленный двор. Чекисты не сразу поняли, что произошло, а когда опомнились, было уже поздно. Хасуха перепрыгнул через забор и скатился со скалы вниз. Ему вдогонку выпустили град пуль, но они не достигли цели. Хасуха укрылся под скалой. Выждав, пока кончится стрельба, пробежал еще 100 метров, затаился. Впереди показался всадник. Хасуха вышел из укрытия и попросил уступить ему лошадь. Горец узнал Хасуху и отдал лошадь, уверенный, что тот вернет ее. Чекисты прознали об этом и нагрянули в дом хозяина лошади. «Значит, ты помог бандиту уйти?» – спросил один из них. «Я не знаю, про какого бандита вы говорите», – ответил чеченец. «Если имеете в виду старика Хасуху, то ему помог не я, а вы. Если бы не дали ему уйти, он бы и мою лошадь не увел. Разве вы, окажись на моем месте, не отдали бы ему коня?» Трудно было что-то возразить горцу. Через несколько дней Хасуха вернул хозяину лошадь. Не мог он только отблагодарить другого хозяина. Дом, в котором ему устроили засаду, пустовал. Предатель с семьей до самой гибели Хасухи не вернулся в свой дом.